Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Президент Бадра Гунба посетил Тхуарчал и Учимчиру с инспекционной поездкой. В рамках медицинского проекта КБФ «Ашана» в Абхазию вновь приехал травматолог-ортопед Георгий Чибиров. Президент Бадра Гунба посетил Тхуарчал и Учимчиру с инспекционной поездкой. Глава государства ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на Тхуарчалский и Учимчирский районы в первых числах мая. Репортаж Зины Ханагуа. Утро среды ознаменовалось для Тхуарчала приездом президента. В начале инспекции глава государства провел совещание, посвященное вопросам ликвидации последствий стихии. Во встрече приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, глава района Исидор Дочи, депутаты парламента Герман Кочарава, Беслан Эмурхба, начальник УКС Демир Гамисоня, руководство районной администрации. О ходе проводимых работ доложил Исидор Дочи. رتكلك بحركب واشتغل خينا حكويت يراين با يخنشل عندك واحنا برتسكسيون دو كوابيل جتو بشيونيك خنشل ويعرلس نوصل كيرشوب يراو بريادج عين با يقلب برتا عين با خندوكا يحكم خزو خوي زنزا بسخرة تخدم يا ماتش نوب وبرتكي كتب وجو وسباكل سو خان ترتيق تمزحن عبرتوصل كشجو برتكي وصل كلنا كذا خد. По словам главы УКС Демира Гамисоня, в основном были повреждены крыши многоэтажных домов. Всего поступило 34 заявления. Работы в 9 домах, пострадавших сильнее всего, уже начались. Ветер также повредил кровли 2 частных домов. Их полностью заменят. На ликвидацию последствий стихии понадобится около 2 недель. В частном порядке рассматриваются еще отдельные заявления граждан, но там не сильно критичные ситуации. Только у 2 граждан Харчилава и Гаджиоглы. У них действительно серьезная проблема, им полная замена кровли будет осуществляться. По всем остальным объектам работы ведутся, под дождем никого не оставили, все своевременно решается. В четверг мы отправляем всю документацию на комиссию по ЧС, и, соответственно, дальше будем это все финансировать. Сейчас еще есть отдельные вещи, которые по лестнице Тхуарчельской, там перила нужно будет восстановить. Такие специфические вещи потребуют немного больше времени. Бадра Гунба отметил, что необходимо как можно быстрее провести восстановительные работы. Глава государства поручил оказывать профильным структурам и строительным максимальное содействие, чтобы они могли своевременно оказать помощь гражданам, пострадавшим от стихии. Затем Бадра Гунба проинспектировал ход восстановительных работ в Тхуарчале. Завершен ремонт кровель в 2 домах на улице Ардзенба 19 и 22. А по улице Абжуйской работы выполнены на 80%. По Абжуйской 15 каркас сделан, тифолом накрыли, чтобы пару фунтов. Я юмшком шрила выкиваю, геалку-то. А тума, аван ход, ужамшцгер прохагат замарил. Ну, ехачка, машка юмшит прохагат зама битуму. Ага. Я ралом садовой. Почему терял Сергея? Авара пантели. А здесь крышу снял полностью или частично? Здесь полностью. И в оперативном режиме максимально все сделали так, чтобы проблем не создали. А сколько квадратов? 1100 квадратов один дом, 1100 другой. 142, другой 1152. В рамках рабочей поездки глава государства посетил и садик, который также пострадал из-за стихии. Здесь ураганный ветер повредил забор и часть кровли. Вот садик повредился, но здесь там приехали на раскопку макана, да, в кухах, а разно было закахали, там закахали. يجوك بتلقى شو أطلق ناجي؟ يجوك بتلقى أكل كبتة يجوك بتلقى ناجي.
Скоро тоже решим, да. Ну, если что, подрядчик Да, мы поможет. Без решим, проблем. мы уже поговорили, а забор мы уже деньги... А кто работу выполняет? Какая компания? Здесь ООО «Стройдом». на текущий момент средства еще не выделены. Было поручение Бадра Зураровича о том, чтобы устранить последствия стихийного бедствия. Без авансов подрядной организации начаты работы. Основная часть работ, самых критичных, уже выполнена. И в течение 2 недель мы собираемся закончить все кровли и устранить все последствия стихийного бедствия. Скорее всего, вот мы составляем уже сметы, основную часть составили. Общий лимит финансирования будет порядка 42-45 миллионов рублей. Все возможности и силы подключены для решения задач, связанных с ликвидацией последствий урагана, подчеркнул глава государства, подводя итоги инспекционной поездки в Тхуарчал. Было отдельное поручение оперативно оказать поддержку жителям Тхуарчала, восстановить крыши, чтобы их не заливало, не затопило непогодой, дождем. Ну, вроде бы все эти вопросы снимаются. Из 4 многоэтажных домов уже буквально 2 дома восстановлены, остальные 2 дома в ближайшие 2 недели будут завершены. Все возможности, все силы подключены для решения задач, связанных с устранением последствий урагана. К сожалению, такого рода ситуация и в Очимчирском районе, и в городе Сухум, и в Гудаутском районе. Мы оперативно задействуем все силы для решения проблем во всех районах Кавказа. Президент Бадра Гунба также осмотрел 2 многоквартирных дома в Очимчире. Глава администрации Очимчирского района Алхас Кацай сообщил, что балконы в многоквартирном доме по улице Куртава, 34, еще до урагана находились в аварийном состоянии, а стихия усугубила положение. Начальник УКС Демир Гамисоня проинформировал, что смета на ремонт балконов была составлена 2 года назад. Жители дома попросили президента оказать им помощь. В данном случае мы находимся в Куртава, 34. Это у нас объект 60-х годов, он находится в аварийном положении. Еще в 2023 году здесь была составлена экспертиза, было заключение. Здесь у нас проблема в пристройке. Балконная часть здесь пристроена была позже, деревянная конструкция. Но несмотря на это, он жилой дом. На сегодняшний день прописаны 9 семей, проживают постоянно 6. Это те люди, у которых нет другого домовладения, у них нет другого места, где они могли бы проживать. Мы это неоднократно проверяли. Условия здесь критические. И в 2023 году была составлена смета, но, к сожалению, работы не было выполнено. Здесь уже выезжали по этой ситуации. Уже составлена смета была еще 2 года назад. Стоимость 4 200 000 рублей. В принципе, если будет соответствующее поручение, можем завтра же отправить людей, чтобы начали работать. Я добавлю это в бытность нашу было, еще когда здесь работал. История давно, больше 2 лет, 2 года это как сметы составлены, на года 3 это история. Они все время просили, чтобы помогли вот это все снести и просто сделать фундамент. Они дальше уже настройки сами сделают. Мы в итоге каркас поднимаем и площадку делаем. Да. Ну, посчитайте с учетом изменившихся цен, посмотрите. А из нового, что повреждено, это крыша этого дома. Вахахума. Дальше будут специалисты, это хыбхнам где-то хабша страна из Ярухмары. Вот наша какая ситуация, видите, в аварийном состоянии на волоске висят наши балконы. Мучаемся. Надеемся на вас, что-то поможете нам, сделаете. Хорошо. Приехали оценить ситуацию, посмотрим, Ну, сами постараемся видите, помочь. мы не преувеличиваем. Здесь вот вообще балкон обвалился, здесь он висит. Там вообще нижний. Сколько семей здесь? Вообще по закону 11 семей. Да, А по факту? А по факту 6. 6 семей проживают. Да. Хорошо, постараемся помочь. Мы надеемся на вас, Хорошо, потому что постараемся. очень тяжело нам. У нас ни канализации нет, ничего. В таких условиях мы живем 21 век. Многоквартирный дом по улице Куртава также пострадал во время урагана, частично снесло кровлю. И так получилось, что напротив стоящий дом, тоже вот объект 60-х годов, там тоже снесло частично крышу, которую нужно восстановить. Помимо этого у нас по всем районам и селам
до 15 домовладений, которые пострадали, но эти домовладения мы собственными силами все восстанавливаем. За счет средств местного бюджета мы обеспечиваем людей шиферами, составлены соответствующие документы, выполняются все необходимые работы. Подводя итоги инспекционной поездки, президент Бадрагунба отметил, что ураганный ветер нанес району меньше ущерба, чем Тхуарчалу. Ситуация в Ачмечире полегче, учитывая, что количество домов, с которых ураган снес крыши, меньше. Но при всем при этом это все касается непосредственно людей. Вопросы, связанные с ремонтом крыш, мы здесь тоже держим на контроле. Я уверен, что в течение 1,5 недели все вопросы, связанные с решением последствий и ликвидацией последствий урагана, мы завершим. Аналогичные необходимые меры принимаются и в других районах Абхазии, где ураган нанес ущерб инфраструктуре. Шазина Ханагуа, Раму Канке, Абхазское телевидение. В эти дни в республике проходят мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтепша первой степени Владислава Арзанба. В Государственном музее боевой славы состоялась презентация документального фильма режиссера Ибрагима Чкадуа «Владислав Арзанба. Политик и дипломат». Фильм снят при поддержке благотворительного фонда первого президента. На презентации присутствовали президент Абхазии Бадрагунба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, члены правительства, депутаты парламента и общественные деятели. В эти дни очень много снимают на тему тех времен, и главного героя тех времен это, конечно, Владислав Григорьевич Арзанба. И поэтому выбрать тему для фильма это всегда такая дилемма сложная для автора. И я решил взять период, как ученый, кабинетный ученый, известный ученый, вдруг попал в политику в силу обстоятельств и стал великолепным политиком, потом стал главнокомандующим и президентом. Наследие Владислава Григорьевича очень большое, его надо изучать. Это не просто теоретические какие-то знания, это знания и опыт, который в те времена мы все приобрели, и он прежде всего мы можем использовать и сейчас. Бюст первого президента Абхазии Владислава Арзанба установили в селе Звандрипш скульптор, народный художник Абхазии Виталий Джейня. В церемонии открытия приняли участие вдова Владислава Арзанба Светлана Джергеня, вице-премьер Жансух Нанба, депутаты парламента, руководители районной администрации, главы сел, представители общественности. Бюст установлен по инициативе жителей села, собравших часть средств на его изготовление. Финансовую помощь также оказал фонд Мусы Экзекова. В Сухуме прошла акция, посвященная 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзанба. На площади Свободы молодые художники создали, используя свечи и песок, необычный арт-объект – портрет Владислава Арзанба. В преддверии 80-летия юбилея Владислава Григорьевича Арзанба выложена мозаика в виде его портрета группой талантливых художников при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и активной молодежи города Сухуми Республики была организована данная акция в честь памяти нашего первого президента, главнокомандующего, ориентира молодежи Арзанба Владислава Григорьевича. Театрализованное представление «Владислав Имя» прошло в Абхазской госфилармонии. Мероприятие посетили президент Бадрагунба, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, спикер парламента Лаша Ашуба, супруга Владислава Арзанба, Светлана Джергеня, депутаты, общественность. Актеры Государственного молодежного театра рассказали о самых важных этапах жизни первого президента и его служения Абхазии. Дополнили действия на сцене фотографии и видео с Владиславом Арзанба. Организатор мероприятия Управления культуры администрации города Сухум.
14 мая, в день рождения Владислава Арзенба, памятные мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к его мемориалу в селе Нижняя Шера Сухумского района в 13:00 на площади имени Сергея Багапша в Сухуме и в фойе Абхазского драмтеатра откроются выставки портретов и фотографий Владислава Григорьевича. В 13:30 в Абхазском драматическом театре начнется торжественное заседание. Здесь же будет презентован документальный фильм режиссера Тимура Квиквискири «За кем идут люди». В 7 часов вечера на площади Багапша в Сухуме начнется демонстрация документального фильма «Страсти по Владиславу». Первый регулярный рейс из Нижнего Новгорода прибудет в Сухум сегодня поздно вечером. Самолет компании «Икар» вылетел в 17:50. Полет продлится 3 часа 40 минут, следует из онлайн-табло Нижегородского аэропорта. Первый рейс из Нижнего Новгорода должен был прилететь в Сухумский аэропорт 6 мая. Он был отменен из-за временных ограничений на полеты, наложенных Росавиацией. На посту ДПС Эшера установили новый программный комплекс контроля нарушений ПДД. Работа проводилась в рамках программы по установке камер на республиканской трассе. На посту теперь будут вручаться постановления о совершенных ранее административных правонарушениях. По словам главы МВД Роберта Киут, с учетом приближающегося курортного сезона, во время которого число машин на дорогах растет, требования к работе сотрудников ведомства будет расти. В рамках реализации среднесрочной целевой программы развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на республиканской трассе установлены новые камеры фиксации нарушений. В целях более эффективной работы сотрудников ГАИ по выявлению нарушителей, зафиксированных данными аппаратами и программными комплексами, 13 мая введен в эксплуатацию еще один рубеж контроля на посту ДПС Эшера. Проинспектировать работу сотрудников на новом рубеже контроля приехали лично вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут, его заместитель Беслан Чкадуа. Как рассказал Чкадуа, новый рубеж контроля позволит более оперативно выявлять нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, на данном посту теперь будут вручаться постановления о совершенных ранее административных правонарушениях, что в свою очередь привлечет за собой неотвратимость наказания для водителей, нарушающих ПДД. Министр Роберт Киут подчеркнул, что требования к работе сотрудников будут расти, особенно с учетом приближающегося летнего курортного сезона и кратного роста числа автомобильных средств на дорогах страны. Требует от вас профессионального и ответственного подхода к своим обязанностям. Наша цель – безопасность жителей и гостей нашей республики, резюмировал Роберт Киут. В рамках медицинского проекта КБФ «Ашана» при поддержке Министерства здравоохранения в Абхазию вновь приехал травматолог-ортопед Георгий Чибиров. Он проведет операции 13 подопечным фонда, а также бесплатные консультации для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Обо всем подробно в репортаже Али Китрапш. С 10 по 21 мая по приглашению фонда «Ашана» в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение» с рабочим визитом Абхазию вновь посетил травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров. В рамках визита на базе Республиканской детской больницы Георгий Чибиров провел операции детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Александру Калайджану 14 лет, у него ДЦП. Буквально вчера мальчику сделали операцию на руку и сняли металлоконструкцию с ноги. Сейчас Саша чувствует себя хорошо. Впереди его ждет реабилитация. Все понравилось. Врачи общительные, хорошие. Шутки тоже
понимают. Просто сейчас пока у меня колени, когда я встаю, согнутые. Из-за этого я пока самостоятельно не могу стоять, но гарантию дали, что я буду ходить. И я, кстати, обещал людям, когда интервью давал, что когда я встану, я станцую. Георгий Чибиров в этот приезд прооперирует 13 подопечных фонда Ашана. У всех детей различные заболевания опорно-двигательного аппарата. 7 пациентам будут делать первичные операции, остальным повторно. По словам Георгия Чибирова, операции 5 пациентам уже прошли успешно. Большая часть это пациенты с ДЦП, но также есть еще пациенты с врожденным аномальным развитием позвоночника, спина бифида, и посттравматические пациенты, а также пациент с гидроцефалией, которому мы блокировали зону роста для того, чтобы компенсировать укорочение ноги и реконструировали стопы. Результаты операции превосходят наши ожидания, что тоже не может не радовать. Радует то, что есть оснащение и металл. При поддержке фонда Ашана мы его закупили. Наличие инструментария и металлоконструкции, необходимой для выполнения операции, значительно упрощает работу операционной. Поэтому еще раз поблагодарю фонд Ашана и Минздрав Республики Абхазия за то, что нас в этом плане очень хорошо поддержали. На проведение ортопедических операций 13 подопечным фонда Ашана необходимо собрать 1 551 720 рублей. Стоит отметить, что суммы на проведение операций для семей подопечных фонда неподъемные, и потому каждый вложенный рубль имеет значение и может изменить жизнь этих детей, дав им шанс на полноценное будущее. Фонд Ашана призывает неравнодушных граждан помочь в сборе необходимых средств. Мы открываем сбор средств для того, чтобы покрыть все расходы, связанные с операцией и проведением этих операций. И мы беремся за наших подопечных и пытаемся их сопровождать в период всех этих этапов. То есть не просто одна операция, а в дальнейшем эти аппараты тоже они дорогостоящие. И для одной семьи, конечно же, это большие расходы, и родителям трудно, и поэтому хотелось бы взяться и помочь им до конца, чтобы какой-то положительный результат увидеть. Помимо этого, травматолог-ортопед с 18 по 20 мая проведет бесплатную консультацию детей с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Запись на консультацию открыта по номеру 773 50 50. Альга Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В селе Аллахадзе открылся 15-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В турнире участвуют 10 команд из Абхазии, России, Узбекистана и Южной Осетии. Он продлится до 18 мая. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 14 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза, туман. Днем осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 8-13, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.